Руслан, смотри, уже в апреле-мае было понятно, что границы России не откроют, что жители республики поедут отдыхать по Башкирии. Точки притяжения известны. Но нельзя, неужели нельзя было минимально оборудовать эти точки притяжения туалетами и урнами? Слушай, вот вообще странно задавать такой вопрос в стране, да, где вот 6 месяцев в году зима, и при этом она всегда наступает как? Неожиданно, да? Слушай, ну вот можно сколько угодно кивать на власть, но если отдыхающие сами за собой не убирают, то при чем здесь вообще власть? Руслан, ну мы воспитание, чистое воспитание. Мы все разные. У всех воспитание и уровень самосознания тоже разный. Государство должно выступать регулятором в данном случае. Но запустили бы соцрекламу. Убирайте, пожалуйста, за собой. Кого? Соцрекламу? Слушай, правда, ну вот бесит уже, ей-богу. Вот, ну хоть бесит. что-то. Вот какая нахрен соцреклама, да? Вот если тебя не воспитали с детства, то никакая ни власть, ни соцреклама не поможет. Вот он загоняет машину в озеро и моет прямо ее там, да? И что вот с этим или вот он надо разжигает костер, да? делает шашлык и бросает в кострище банки, бутылки, памперсы. Ничего не убирает за собой. Причем здесь соцреклама и власть? Значит, нужно создавать такие условия, штрафные санкции вводить. Слушай, ну вот если нет воспитания, то все, с этим уже ничего не сделаешь. А давай сегодня вот в 101 раз об этом поговорим. Давай. Мы говорим о том, чтобы найти компромисс между сохранением природы и тем, что люди все равно туда придут отдыхать. Народ просто хлынул. Наших людей ничто не остановит. Люди как бы не готовы за собой пока убирать. За эти 1,5 месяца мусора вывезли столько, сколько за весь 2019 год. Уборщиков не хватает. Инспектора работают не по своему профилю. Это же колхоз. Территориями этим надо управлять. Люди должны понимать, на что эти деньги идут. Отдых на природе. Эти слова вызывают у разных людей противоположные ощущения. У туристов позитивные эмоции от новых впечатлений, а у экологов тревогу за сохранность среды обитания. Не было бы счастья, да несчастья в виде пандемии и закрытия внешних границ помогло. Турпоток в Башкирии вырос в разы. Но вот насколько мы оказались готовы к этому неожиданному счастью, давайте посмотрим на примере природного парка озера Кандрыкуль, одного из самых популярных мест отдыха в республике. Подробности у Николая Бажина. Вот этот вагончик нам предписано сюда переехать, как рабочее место наше. Вот нам рабочее место приготовили. Сюда нас переселив, опечатав то наше здание производственное, планы у них продать то здание. Рабочий коллектив обособленного структурного подразделения парка Кандрыкуль не в восторге от своего руководства. Инспектора работают не по своему профилю. Мы не можем работать ни по охране озера, ни по охране леса, потому что у нас осталось 2 человека. Мы, эти 2 человека, должны успеть и охрану леса производить, это 5000 гектаров, и территорию этого озера, акваторию. Кстати, о деньгах. При въезде на берег Кандрыкуля взимается плата. И это несмотря на то, что парк официально закрыт. 10 июня мне был звонок от исполняющего обязанности директора Миргалеева Разиля Митхатовича, который сказал, что с 12 июня начинаете работать, запускаете людей, собираете деньги. Я спросил, а письменное распоряжение будет? Он сказал, нет, на основании устного распоряжения будете работать. Исполняющий обязанности директора особо охраняемых природных территорий Разиль Миргалеев видеокамере был не рад. Но свой комментарий по ситуации все же дал. Мы в природной парке, нам выделяются бюджетные средства, мы на субсидии живем. Поэтому то, что немножко зарабатываем, но мы на улучшение всего этого. Значит, контейнера, в первую очередь, туалеты устанавливают. Все это же должны на местах начальники подразделения этим заниматься. А мы не с дирекцией, мы отдали им. Служебная записка принять уборщиков. Это мы написали 15 июня. Уборщиков 12 человек, охранников 15 человек. Резолюция Миргалеева отказать. По общим впечатлениям, оставшимся после посещения парков Кандрыкуль и Аслыкуль, можно сделать вывод, что эти природные территории к наплыву туристов оказались не готовы. В настоящее время контрольно-счетная палата проводит проверку деятельности дирекции особо охраняемых природных территорий. Тема сохранности природы и экологии в период пандемии стала активно обсуждаться, когда в 30-градусную жару люди начали массово выезжать на водоемы. Стало больше отдыхающих, стало больше и мусора, к чему мы оказались попросту не готовы.
Девятый вал отдыхающих стал неожиданным для природных парков, которые к тому времени официально не были еще открыты. Как сохранить природу в условиях роста внутреннего туризма? Кто собирает деньги за отдых, кто отвечает за их экологию и кто наносит наибольший вред? Что надо предпринять, чтобы и будущие наши поколения дышали чистым воздухом и наслаждались красотой башкирской природы? Эти и многие другие актуальные вопросы мы вместе с Алсу Сликаевой обсуждаем сегодня в студии, честно говоря, с нашими гостями. Итак, их представлю. Олег Чагадаев, профессиональный путешественник и амбассадор Уральских гор. Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан. Мурат Шафиков, модератор тематической площадки «Экология» ОНФ по республике, член регионального штаба. И Салават Нафиков, руководитель Госкомитета по туризму. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Урал Салаватович, удалось ли стабилизировать ситуацию, в частности, вот на Кандрыкуле? Сегодня хочу с уверенностью сказать, что ситуацию удалось стабилизировать как на Кандрыкуле, так и на Аслыкуле. С повышением температуры нахлынул поток туристов. То есть сейчас у нас в этот период было туристов в 4 с лишним раза больше, чем обычно в прошлые года. Туристы пошли же они уже и с конца мая уже. То есть, как бы там с них плата не бралась и старались не пропускать. Сами прекрасно знаете, наших людей ничто не остановит. Даже вот шлагбаум, который стоял на въезде один, зацепили тросом и бетонированный, и вырвали его с корнем. Хочу сразу сказать, да, что поскольку мы до этого времени не работали, а дирекция, она финансируется из бюджета только по госзаданию, это 50 миллионов рублей. А вот за то, что берем мы плату за рекреационные услуги, да, на счете у дирекции было на тот момент всего 3700 рублей. То есть реально этих денег не хватает? Реально этих денег не было. То есть других у нас денег и нету. И одновременно же открыли парки, и народ, как говорится, хлынул. То есть что еще хочется сказать? Да? Раз народу стало много, соответственно, и мусора стало гораздо больше. Вот даже сейчас статистику я сейчас могу привести. Вот за эти 1,5 месяца мусора вывезли столько, сколько за весь 2019 год. То есть мы сейчас дополнительно установили контейнеры в Аслыкуле, 40 дополнительных контейнеров, итого там их сейчас 79. В Кандрыкуле было, сейчас всего стало 80 евроконтейнеров установили по периметру парка, еще 6 этих бункеров. Салават Тагирович, можно вопрос? В апреле-мае было уже понятно, что границы будут закрыты, и люди будут отдыхать на территории республики. Этот вопрос обсуждался, планировалось как-то подготавливать площадки, где будут люди отдыхать. То есть откуда получилось так, что наплыв большой, понятно же было, что люди туда пойдут? Это же не просто так они туда пошли отдыхать. Мы с коллегами, если мы говорим о туроператорах, турагентах и ательерах, гостиницах, мы об этом говорили еще в конце апреля, да, что было понятно, и в начале мая, что ситуация именно пойдет по такому сценарию. Что... Когда было понятно, что границы не откроют в ближайшее время. Это же было понятно, что люди пойдут отдыхать. Вот с одной стороны у нас тоже такое же заблуждение, да, стереотипное мышление, что у нас там полстраны ездят за границу. Но это не так на самом деле. Вы просто откройте цифры у аэропорта, там увидите, что выезжает порядка в районе 10% людей населения республики выезжает за границу. Но в этом году как раз случилось что люди очень много сидели в заперти, так скажем, да, они, и как будто вырвались на свободу. Конечно, они вырвались на свободу, да, и тут там хоть организованный, неорганизованный туризм, но народ просто хлынул, да, и, понятное дело, кто-то был и к этому готов, но мы с коллегами проводили совещания, говорили, давайте готовить. Кто готовился к этому из ательеров, они использовали это время для расширения, кто-то там номерной фонд подтягивал, кто-то занимался там развитием территорий, а туроператоры некоторые разрабатывали новые маршруты. Было понятно, что этого не хватит. То есть вот коллеги, кто успел, обратил на это внимание, те сегодня уже нормально работают. А то, что касается именно мусорообразования, это тоже традиционно очень много народу выезжает на природу, да, и еще раз возвращаясь к тому, что если у нас везде были бы парки, да, вот Аслыкуль, Кандрыкуль, но это же все равно управляемая территория, да, понятно, была проблема, она решилась, да, но у нас другие есть, вот, допустим, тот же Агидель, возьмем Белое, да, вот это знаменитый 59-й маршрут, который начинается с Каги и заканчивается, он раньше заканчивался в Кугарчинском районе,
Он сейчас практически заканчивается в районе Шульганташа, чуть ниже. Да? Вот эту же территорию на самом деле никто же не управляет. Да, управляет, есть часть у нацпарка Башкирии, часть у заповедника Шульганташ, а та вот, где огромное количество входов, да, где делаются заброски, там же эта территория никем не управляется, а продукты жизнедеятельности у людей все равно остаются. Понятное дело, ты 3-4 дня мусор с собой на катамаранах Это не будешь возить. это вопрос воспитания, да. Нет, Вот это не Нет. вопрос воспитания, это вопрос в организации работы. Почему мы вышли с такой инициативой? Эти территориями этими надо управлять. Да, и как раз-таки мы с Уралом Салатовичем тоже на эту тему говорили. Новые парки именно должны создаваться, в том числе по Гиделе. Люди готовы платить. Ну, четко, понятно, должно быть, за что они будут платить, да. И вот то, что после них, в том числе и мусор, в том числе организация стоянок, в том числе, где палатки должны ставить, да, в том числе медицинская Если с людей собирают деньги, то люди должны понимать, на что эти деньги идут. Ну, конечно. И вот как раз в этом-то один из основных вопросов у людей по поводу Кандрыкуля и Аслыкуля. Мурат, вот вы были и там, и во всех природных парках. Вот в чем вы видите, как и ОНФ, в чем здесь главная проблема? Да, мы не первый год уже выезжаем на Аслыкуль, уже 4-й год, по-моему, взяли под шефство эту территорию, организовываем и субботники, и чистку берегов, и дна. Проблема всегда была, и в прошлом году мы об этом говорили, это вывоз мусора, это состояние туалетов, ну, определенная там простейшая инфраструктура, которая нужна туристам, да, чтобы видели, за что платить эти те же самые 150 рублей. К сожалению, в этом году огромный наплыв как раз все эти проблемы обнажил. То, что мы сейчас Может быть, нет худа без добра? Да, то, что мы сейчас добавили контейнерный парк, увеличили, там добавили туалетов, к сожалению, эта проблема не снимет. Я буквально на днях мы еще раз проедем, как бы снимем контрольные точки. И сейчас, насколько я знаю, проводится прокурорская проверка в отношении дирекции парков. И контрольно-счетная палата туда уже зашла, потому что встал вопрос денег. Куда же деньги-то деваются? Они же собираются. И почему с начала года у нас такая чехарда была с дирекцией? И, конечно же, вот эта конфликтная ситуация с руководством парка Аслыкуль, Кандрыкуль, которая вылезла, к сожалению, наружу, показывает, что система управления особо охраняемыми природными территориями находится в неком кризисе, может быть, кадровом кризисе, может быть, надо подход менять. Ну, есть мнение, чтобы обособить эти в отдельные юрлицы, те же парки, чтобы те деньги, которые они собирают, они могли оставлять у себя, чтобы у них была мотивация. Ну и, конечно, здесь недоработки есть и стороны инспекторского состава. Конечно, основная задача природного парка по уставу – это охрана природы. К сожалению, вот мы не видим, чтобы инспекторский состав занимался накладыванием там протоколов за водоохранную зону. Вот приедешь на Аслыкуль, там сотни, 200 машин стоит в водоохранной зоне. Никто этим не занимается. У нас есть материал, который снимали, в том числе и вы, на Аслыкуле. Давайте вот его посмотрим и обсудим. Из природного парка Аслыкуль, пожалуйста. Инспектор парка Аслыкуль Салават Фазулин этим летом помогает убирать мусор. Это в его служебные обязанности не входит, но из-за наплыва туристов приходится заниматься не своим делом. Уборщиков не хватает. У нас всего 4 инспектора. Даже не успеваем инспекторскую работу выполнять, потому что надо десятым помогать, вот этим уборщикам, 4 человека. Они физически не успевают. Аслыкуль – крупнейшее озеро Башкирии, словно предназначенное для развития внутреннего туризма. Но вот беда – экологическое состояние озера удручает. Берег заболачивается. Даже нормальных туалетов нет. Мы каждый год сюда приезжаем, Аслыкуль, отдыхать. Везде мусор, везде грязь. Вот туалет у них этот вообще никудышный. Активист ОНФ Мурат Шафиков сам родом из этих мест. Картина происходящего его явно не радует. Так, к сожалению, мы видим, что берег речки истоптан, заболачивается. Конечно, это бесконтрольный выпас скота, отсутствие водопоя вот приводит вот к таким последствиям. Навести порядок на озере помогла бы комплексная проверка природного парка, считает независимый аудитор Нурфаяс Низамуддинов. Для примера, я контракт был. Шлагбаум поставленный, допустим, чек просит, так вот чека. Если не чека, значит 300 рублей платишь. Вот. Минут где-то, наверное, 10-15 стояли, машин 10 проехали. Без чека, без ничего. А Аслыкуль тоже такой. Вот со стороны Купайра там шлагбаум стоит, тоже такая же система. Денежки фактически этот самый у физических лиц у отдыхающих берется, а куда они потом деваются? Дальше уже пропадает.
Вот, уважаемые гости, с одной стороны, мы все боремся за внутренний туризм. Мы понимаем, как это полезно и нужно, да? А с другой стороны, ну, явно турист, особенно внутренний, наносит природе ущерб. Олег, вот ты видишь вот здесь противоречие? Нет, туризм это вообще очень такая важная вещь, которая не просто приносит деньги. У нас привыкли относиться к туризму как к источнику какого-то финансирования. Да, сколько нам люди... Как к бизнесу. Ну, как к бизнесу, да. Сколько нам туристы принесут денег. Но ведь это не только деньги, это еще и воспитание людей, это и воспитание здорового общества, воспитание любви к родине. Понятно, что человек, конечно, будет наносить какой-то определенный ущерб природе, да? Но для этого и существуют природные парки, для этого существуют заповедники, национальные парки, чтобы управлять этим ущербом, минимизировать его. И да, вот как правильно сказал один из выступающих, нужно все территории, которые маломальски популярны для туризма, на мой взгляд, чтобы у них был хозяин, чтобы там люди убирались, чтобы там были правила посещения, чтобы не было бесконтрольного массового посещения популярных туристических мест Башкирии. То есть контроль за этим нужен? Безусловно, потому что не получается по-другому. Люди как бы не готовы за собой пока убирать. Может быть, когда-нибудь через сколько-то поколений они смогут относиться бережно к природе, но пока у нас по-другому. Урал Салаватович, вот в чем вы видите вот главные пути наведения порядка вот в этой сфере? Честно говоря, туризм как бы для особо охраняемых природных территорий, для парков, никакой прибыли он не приносит. Абсолютно. Вот то, что мы берем деньги за рекреационные услуги, они полностью уходят на очистку территории. Согласна, что вот мы как-то собирались здесь и разговаривали по поводу внутреннего туризма, и мы как раз говорили, что как раз можно создать такие условия, при которых можно собирать достаточно и зарабатывать на внутреннем туризме. Почему вы говорите, что деньги... Я имею в виду для дирекции. Коллеги, простой пример. Вот я считаю, что нужно пустить в особо охраняемой природной территории бизнес. Тогда он сможет зарабатывать деньги. Если у государства нет задачи заработать деньги, да, у государства есть задача сохранить природу. Пусть инспекторский состав смотрит, инспектирует соблюдение природоохранного законодательства. Бизнес пусть зарабатывает на туристах и обеспечивает чистоту и порядок на определенной веренной территории. Ну а в чем тогда проблема? Это, конечно, в идеале так должно быть. Я думаю, мы к этому скоро и придем. Ну, неужели нету инвесторов, которые бы хотели? Вот как раз сейчас хотел сказать. Сегодня мы провели межведомственное совещание. Геоконсорциум «Таратау», московская фирма, проектировщик, представила проект по обустройству северного побережья Кандрыкуля. То есть проект такой рассчитан, то есть благоустройство территории, строительство там пляжей, детских игровых зон, юрты, коттеджи. То есть это порядка 1,5 миллиарда инвестиций инвестор готов вложить. Мы вот сегодня с Министерством лесного хозяйства, Министерством земельных имущественных отношений, с главой, представителем администрации Туймазинского района вот такое совещание провели. Но ведь при этом данный проект должен соответствовать природоохранному законодательству. Вот, да. То есть были и Мартыненко, наши ученые. То есть мы вот, в принципе... Это возможно? Да, обговорились, сказали, что это возможно. Да, надо провести экологическую экспертизу данного проекта и, соответственно, дальше его продвигать через инвестчас, пропускать. Это возможно? Да, и реализовывать. Это возможно реализовать. Тогда у нас будет цивилизованный туризм. Это северный склон, это рядом с дорогой М5 проходит. Там очень будет большой поток туристов, и это он будет круглогодичным. Насколько это будет сочетаться, Салават Агирович, с интересами развития внутреннего туризма в республике? Ну, естественно, любой объект, который появляется, любая инвестиция, это очень важно для развития территории, да, вот о чем мы говорим. Но проблема, на самом деле, еще заключается в самом законодательстве. И федеральном уровне. В федеральном законодательстве. И в региональном тоже, потому что те же особо охраняемые природные территории, о которых мы говорим, да, что им мешает для развития, чтобы вошел бизнес, как раз вопрос связан именно с законодательством. Надо законодательство где-то подходы менять. Еще другая проблема, вот, не надо ставить перед ОПТ задачу зарабатывания денег. ОПТ не для этого существует. ОПТ как раз-таки охраняет территорию. Но, понятно, ОПТ не может, это не бизнес-единица, для которого первичная цель зарабатывания денег. Первичная цель для ОПТ – это сохранение территории. И поддержание порядка на веренной территории, Управление территорией. При грамотном подходе, вот о чем мы сейчас, Урал Салаватович говорит, если инвестор войдет и при нормальной экологической
геологической экспертизе, где все это будет подтверждено, соответственно, да, частью территории будет управлять бизнес, в том числе построит что-то там, отели, и будет управлять территорией, который, в принципе, да, будет привлекать туристов. О чем мы сейчас говорим? Мы говорим о том, чтобы найти компромисс между сохранением природы и тем, что люди все равно туда придут отдыхать. Так вот, нужно найти вот этот вот ответ. Олег, вот вы часто занимаетесь, да, вы сами путешествуете. Вы видите, в чем здесь можно сделать компромисс? А у нас есть как бы две таких центральных идеи. С одной стороны, что вот у нас есть горы, озера, это все прекрасно, они есть, и туризм, значит, будет, да, нам больше ничего не нужно. Вторая идея, это придет инвестор и все сделает. Но инвестор он не придет, пока не будет создана какая-то базовая инфраструктура. И вот мы сейчас видели видео, но это же колхоз. По большому счету, ну, это Аслыкуль, это шикарное озеро, да, там нету ни нормальных дорог, ничего нет. Пока государство само не вложится, пока оно не начнет создавать какую-то инфраструктуру туристическую, базовую, дороги, подъезды, парковки, организация там, да, уборки мусора хотя бы, да. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Слушай, у меня какое-то уже дежавю, да, я не знаю, мы там в 1001 раз уже говорим про этот туризм и экологию, да, но вот вроде все умные, разумные люди, но ничего не меняется. Ну вот, Салават Нафиков практически год назад был у нас здесь в студии, говорил, туризм начинается с туалета и урны, и обещал все это поставить. Я напомню, он тогда еще не был министром. Он да, как раз, да. вот назначение его было в тот же день. Слушай, как раз вот кроме Салавата Нафикова у нас еще в студии Олег Чагадаев, с которым мы почти год назад ездили вот на Иремель, да. Спасибо, мне поздно уже ориентацию менять, не надо. Ездили на Иремель с Олегом Чагадаевым, да, вот мне просто интересно, на самом деле, там что-то поменялось за это время или нет? Да, вот эти вот горы мусора, давай посмотрим сюжет и спросим. Посмотрим, да. Смотрите во второй части программы. Та самая точка дна, с которой на самом деле нужно начинать подниматься. Нет хозяина на этой земле, который может принимать решения. Территориями этими надо управлять. У государства есть задача сохранить природу. Сейчас в конце туннеля все больше и больше тухнет под грязью. Мы не сможем все равно убрать все за всеми. Сидя в Уфе, сложно увидеть Уральские горы. В эфире БСТ программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем проблемы сохранности нашей природы. Как сделать так, чтобы и турист был доволен, и природа цела. Один из наших гостей, профессиональный путешественник Олег Чагадаев, прошлой осенью протестировал маршрут из Уфы до горы Иремель. Давайте покажем фрагменты из того эксперимента и обсудим, что изменилось за это время. За моей спиной аэропорт Уфа, и мы решили поставить небольшой мысленный практический эксперимент. Я, московский турист, прилетел в Уфу и хочу попасть на вершину горы Иремель. 3 часа на машине, и вы в прекрасных диких горах Южного Урала. Покидаем аэропорт, и вот, конечно, хотелось бы видеть указатели. Вот здесь бы под знаком Оренбург можно было бы написать Иремель, Шульганташ, Национальный парк Башкирия, Шиханы. Думаю, было бы уместно. Это скорее важно, как такая небольшая реклама, да? То есть лишний раз напомнить о том, какие у нас есть прекрасные достопримечательности, вписать это логично в инфраструктуру дороги, почему бы и нет. Вот это обзорная площадочка такая, которая превращена в склад для каких-то стройматериалов, вообще помойку. Вот можете посмотреть. Подъезжаем к деревне Николаевка, именно отсюда идет альтернативный маршрут на гору Иремель, альтернативный в Челябинской области, к поселку Тюлю. Добро пожаловать на священную гору Башкирии, Иремель. Будто бы нам говорят. Вот так вот. Думаю, тут и говорить-то нечего. Все и так понятно. Вот мы проехали почти 300 километров. Да. Сколько за это время вы встретили таких удобных мест, включая кафе, туалеты, стоянки? Если не брать прямо выезд из Уфы, а вот так уже, когда мы чуть подальше отъехали, я думаю, что это было буквально пару мест. Ну, одно место в НЗРе, ну и так вот больше ты и не вспомнишь каких-то мест, где есть теплый туалет и нормальная кухня. Ну, вот такая грустная реальность. Это снималось осенью прошлого года. Ну, Салават, Олег, вопрос, собственно, к вам. Да? Что изменилось с тех пор? Ну, давайте начнем с того, что, наверное, первые это указатели начали появляться, да? Это мы видим, да. да. Это указатели. Значит, второй проект, который о придорожном сервисе, если мы говорим, сегодня уже приняты, скажем так, основные базовые вещи в законодательстве, которые, в
принципе, позволит сейчас инвесторам зайти, начинать строить придорожный сервис в республике. Что это дает? Дает бесплатный земельный участок для них, и там и еще меры государственной поддержки, которые, ну, надеемся, что многие проблемы, барьеры эти снимут. Ну, если вот посчитайте сами, да, для примыкания к дороге, который придорожный сервис, да, там кафе построил, а примыкание там обходится на региональных дорогах порядка 10-12 миллионов рублей. 10-12, да. На федеральных дорогах это порядка 30 миллионов рублей. Это площадку вот это разработать? Да, вот, да, если по-простому говорить, вот эта дорога, которая соединяет кафе, да, это полоса торможения и разгона, так называемая. Да. Я не был давно на Иремеле. С башкирской стороны там въезд сделали нормально? На Иремель? На гору? Нет, нет, там еще... Или по-прежнему через Тюлюк сейчас? Там даже помойку не убрали. Не убрали какой помойку, да? въезд? Вот ту самую, которую мы смотрели. Я буквально недавно здесь был в этих местах. Все помойки, которые мы снимали осенью, они находятся на своем месте. Ну, коллеги, мы опять же возвращаемся вот к тем базовым проблемам, да, управления территорией. Понимаете? То есть управление территорией – это первая проблема. Второе, еще, о котором я говорил, о проблемах законодательства. И на федеральном уровне это в первую очередь. Если у нас вот сплошь и рядом, в том же Иремеле, да, чтобы дорогу проложить тут, КПП, условно, его даже оформить, это практически невозможно. Это практически невозможно на сегодняшний день. В законе все предусмотрено, можно электричество, столбы протянуть, можно трубопровод, газопровод, все можно сделать, а вот дорогу проложить нельзя. Дорогу проложить нельзя, потому что забыли вот слово «дороги» включить, условно, вот это в статью. Вы хотите с инициативой? Мы сейчас вышли с этой инициативой на Совет Федерации и в Госдуму. Да, мы как раз было большое совещание, я как раз об этой проблеме рассказывал. Вот, я говорю, ну, коллеги, просто депутаты в какое-то время почему-то забыли дороги включить. Но это был, наверное, определенный тогда востребованность в этом, да, ну, для того, чтобы, наверное, весь лес дороги мы условно не построили. Но сейчас есть возможность, ну, я думаю, когда-нибудь это изменится, именно федеральные законы, и дороги. И тогда уже инвестор пойдет. Мы говорим, вот сейчас, вот к Иремелю парк Иремель, да, это тоже особо охраняемая территория, да? Вот какие меры там тоже надо предпринять? Это ведь жемчужина нашей природы. Ну, для развития туризма там действительно необходима дорога, чтобы была какая-то тропа, чтобы люди, допустим, вот насколько я знаю, да, вот и с главой я разговаривал в Белорецке, там буквально есть небольшой участок, буквально 2-3 километра, где действительно дороги нету, и люди не могут до горы проехать. Вот этот участок отремонтировать бы дороги, чтобы тогда уже туристы могли к подножию подъезжать и... Ну, каким-то образом это двигается с мертвого места? Договоренность какая-то есть? Ну, договоренность была. И сейчас вроде бы вот собирались эту дорогу. Ну, опять-таки... Потому что иногда складывается ощущение, да? Невозможно Нет, там эту дорогу мы сделать. говорим сейчас о существующей дороге. Помню в прошлый раз, да, вы говорили о чем? Что главы муниципальных органов власти не особо заинтересованы в развитии территории для того, чтобы к ним ехал народ. Это сохраняется вот по-прежнему проблема? Вот вся та проблема, о которых я говорю, да, о законодательстве в том числе. Вот давайте возьмем любой природный памятник природы, да, Голубое озеро, да, вот возьмем Голубое озеро. Думаете, глава сельского поселения, глава района рад, что у него там люди, да, потому что кроме как им ни деньги не прилетают, кроме как вот проблемы с жалобами от народа, и они не могут не управлять территорией, потому что это не функция главы сельского поселения, главы района управлять территорией с точки зрения именно экологии, с точки зрения туризма. Вопрос, почему главам районов не помочь? Вот вы, как министр туризма, помочь им придумать такой какой-то инструмент, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы там создавать все условия. Слава богу, со всеми главами районов понимание есть, и понимание есть, в какую сторону двигаться, в том числе и с Крымско-Калининским районом, о чем мы говорим, да, в том числе с Андреем Ивановичем Иванютой по Белорецкому району. Он сам бывший турист и настоящий, до сих пор ходит в горы. Он же болеет за эту тему. Он, конечно, да, и Учалинский район с той стороны. В Учалинском районе вот эту дорогу, которая была, его уже отремонтировали частично, но там есть проблема с лесовозами, но это тоже, в принципе, в ручном режиме пока решается. У нас в республике очень много людей, которые занимаются туризмом, искренне болеют за родную природу. Вот мы поговорили с некоторыми из них, давайте послушаем эти мнения.
Эти территории уже не первый год нуждаются в системном подходе, начиная от совершенно банальнейших вещей, что автомобили нельзя подпускать так близко к берегу, что нужны перехватывающие стоянки, что нужно системное развитие, как развитие этих территорий, так и системное вычищение того, что на данный момент на этих территориях есть, потому что очевидно, что очень многие объекты там размещены с нарушением, многие там проблемы с землями и так далее. Отчасти, как бы это ни звучало, я рада, что сложилась эта ситуация, потому что нам вскрыла весь этот нарыв, и это тот самый момент, как бы та самая точка дна, с которой на самом деле нужно начинать подниматься. Мне хочется верить, что Министерство природопользования правильно воспользуется этим шансом и займется комплексной задачей, связанной с этими территориями, а не пытаться покупать контейнеры или устанавливать туалеты, потому что это всего лишь затыкание дыр, это не решение проблемы. Вот эта системная проблема, то, что нет хозяина на этой земле, который может уполномочен принимать решения, вот это и приводит к тому, что где-то здесь в городе кто-то пытается регулировать этими процессами, этими потоками. У них, естественно, это не получилось. И вот это мы наглядно увидели в этом году. Вообще на территории Республики Башкортостан мы, конечно, гордимся этими цифрами. На сегодняшний день около 220 особо охраняемых природных территорий. Фактически эти объекты каждый является жемчужиной. И говорить о развитии внутреннего туризма, не делая серьезнейших государственных вливаний сегодня, просто нереально. И потом посмотрите, вот все мы имели возможность в этом году какие-то объекты внутреннего туризма посетить. Да. Но вот я не могу назвать ни одного объекта, куда вот, выходя из своего дома и до самого объекта была бы нормальная дорога. Чтобы я со своими детьми по пути могла зайти в кафе, в туалет элементарно зайти, в порядочный. Мне кажется, что увещевать, воспитывать, уговаривать здесь вообще бесполезно. Потому что взрослые люди уже ничего с этим не сделаешь. И нужно переходить к каким-то жестким карательным мерам. То есть это штрафы и неотвратимость наказания. Для того, чтобы каждый понимал, что оставить мусор – это общественно порицаемое явление. Это вызовет косые взгляды, это вызовет большой штраф. Вот когда вот это в сознании у всех уляжется, мне кажется, будет лучше. Потому что, сейчас, конечно, можно уповать на то, что нужно больше мусорных контейнеров, нужно больше людей, но это просто бесконечный процесс, бесконечный. То есть мы не сможем все равно убрать все за всеми, да, если каждый будет что-то после себя оставлять. Нужно все-таки именно с людей начинать, да, чтобы люди сами за собой убирали. Ну вот, Олег, с чем ты можешь согласиться, с чем ты можешь поспорить? В целом все говорят совершенно правильно. Тут сложно с чем-то спорить, потому что это все жить на поверхности, да. Но пока все вот эти разговоры, они идут, а мусор, он так продолжает лежать. Может, просто нужно начать с каких-то мелочей, которые бросаются в первую очередь в глаза, да. Почему люди мусорят? Потому что они идут на Еремель, а там под елками куча мусора лежат. Они лежат годами. Давайте мы их просто уберем, и возможно, что уже значительно меньше людей бросит туда мусор, не видят там мусора. Вот с этого, с мелочей начинать. Воспитывать людей надо. Коллеги, вот возвращаясь опять, да, что по территории должен быть хозяин и к взаимодействию с муниципалитетами. Озеро Аслыкуль всегда была визитной карточкой Давлекановского района. Да? К сожалению, вот буквально на днях мы поинтересовались, а кто же из замов курирует это озеро. Да? Всегда был какой-то ответственный, был хозяин, с него был спрос. Когда эту территорию передали в дирекцию, к сожалению, из больной головы все они сбросили, и никто не хочет этим заниматься. Есть с их стороны некая такая инертность. Поэтому там нет никакой ни инфраструктуры, ничего там в принципе нет. Если взять в целом природный парк Аслыкуль, туда же входит 4 района. Это и Буздякский, и Белебеевский, и Альшевский район, и Давлекановский, который... Мурат, у 7 нянек дитя без глазу, ведь есть да, такая согласен. Поэтому у нас одно из предложений, раздайте там, очертите зону ответственности между муниципалитетами, чтобы это было их лицо. Тогда, может быть, глава района будет стараться, чтобы туда зашел его предприниматель, его общепит стоял, все как лицо района. Нет, я так поняла, что не могут завести, потому что законов нельзя, да? Нет, почему? При желании это можно, но, понимаете, не надо сейчас это городить, да, каждый там, вместо того, чтобы был один нормальный хозяин, еще там куча этих. Была проблема, да, со Аслыкулем, да, Урал Салович сказал, есть пути решения, оно будет решаться. Там должен быть четко, понятно, сбалансированный, регламентированный, самое главное, да, там, и законом прописанные вещи, которые должны выполняться на этой территории. Все.
Оно и работает, во всем мире работает так же, и в России работает. Опять мы говорим, да, вот я говорю, тот же парк Таганай в Челябинской области, да, вот, Олег, мы знаем, как там работа организована, да, как в пример ставят многие, да. Ну, поймите, бюджет у парка Таганай там порядка федерального бюджета, с федерального, он получает примерно, сколько я помню, там порядка 70 миллионов где-то, наверное. Он находится в федеральной собственности, да? Ну, да. Ну, а у Урал Салыча сегодня он управляет, там, получается, 5 парков, да, Урал Салыч? У вас там бюджет... У нас 209 особо охраняемых природных территорий, и бюджет составляет порядка 50 миллионов рублей. На все? На все 50 миллионов, и один Таганай получает 70 Эти деньги, 50 миллионов, они из бюджета республики. Из бюджета республики. То есть федеральных денег федеральных никаких нету. Больше Ну, нет. сейчас ставится вопрос об увеличении финансирования на содержание этих территорий? Ну, мы каждый год ставим об увеличении финансирования. Ну, вы знаете, вот такая ситуация сложилась в этом году, что она привлекла всеобщее внимание, и все видят, что там есть проблемы, и их надо решать. Я же говорю, что нет худа без добра. Может быть, это поможет. Ну вот, резюмируя наш сегодняшний разговор, Мурат, вот все-таки есть свет в конце тоннеля? И в чем он? Ну, я думаю, что надо все-таки, чтобы у каждой природной территории был хозяин, было ответственное лицо, да, поэтому из кого и спрашивать, в принципе. Поэтому я думаю, что и бизнес сюда можно привлечь, ну, в жестких рамках, да, чтобы у всех проектов была экологическая экспертиза, чтобы этот проект не наносил урон, ну, определенные расчеты, наверное, должны быть. Поэтому я думаю, что и инфраструктура, она сама собой создастся, да, если условия ставить перед инвестором. То есть бизнес инвесторов пускать надо, но под жестким контролем, так? Конечно. Ну, вот это как раз и баланс. Здесь вот как раз туризм и экология, конечно, надо балансировать. Ну, без контроля, без проведения экологической экспертизы исключено, чтобы мы их пустили. Если их бизнес соответствует, проходит экологическую экспертизу, то, пожалуйста, никаких проблем нету. Олег, вот резюмируя наш сегодняшний разговор, да, вот есть все-таки свет в конце тоннеля. Сколько лет ты этим занимаешься, но ты его видишь? Да, я вижу, что этот свет в конце туннеля все больше и больше погружается, тухнет под грязью, потому что людей становится больше из года в год, а проблемы не решаются. Я думаю, что только усилия государства, когда создание базы позволит это решить, и пока наше руководство не начнет ходить само в горы, вот, допустим, глава республики сплавился по реке, я все жду, когда же он поднимется на Иремель хотя бы, да, вот, со стороны Николаевки, с территории Башкирии, и посмотрит, как оттуда идется. Может быть, тогда появится какое-то понимание. А так, сидя в Уфе, сложно увидеть Уральские горы и понять, какие там проблемы, какие проблемы в наших территориях. Поэтому приглашаю всех в горы. Передам ваши пожелания. Я думаю, он человек спортивный, соорганизуется, я думаю, тоже сходит. Ну, в любом случае, поднимать эти проблемы надо, это полезно, поэтому, уважаемые гости, большое вам спасибо за предметный, конструктивный, ну и, главное, честный разговор. Спасибо. В общем, я так для себя и не поняла. Есть ли общее понимание у двух министерств, экологии и туризма, как решить эту вот проблему загаженности в тех местах, где люди отдыхают? Слушай, вот я вот сижу на этом стуле, на котором наши гости, да, сидят. Мягенькие стулья. Я понимаю четко, что здесь вот не может быть там простых ответов или каких-то простых решений. Слушай, вот в программе там прозвучала интересная мысль, да, что а давайте свозим Хабирова там на Иремель или там на Кандрыкуль, чтобы он посмотрел все собственными глазами, оценил обстановку и дал команду. И там волшебным образом исчезнет весь мусор. И туристы туда будут ходить, умные, хорошие, которые будут возить с собой. Шутки шутками, но вот именно волшебным образом таким вот. И у нас все и в государстве меняется к лучшему, да, но у нас, к сожалению, или к счастью, я не знаю, да, вот без ручного управления, политической воли, ну, не сдвигается. Но это же глупо. Это Без жизнь. слова. Это жизнь. Экология окружающей среды касается всех и каждого. На этой теме экономить себе дороже. Честно говоря, чисто там, где не мусорят, и комфорт отдыхающих зависит во многом от самих отдыхающих. Так что за что боролись, на то и напоролись. Еду я на родину, и она нам нравится, тем более, что она красавица. До свидания, берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.